Добрый, Вечер уже. да, добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, кто когда будет смотреть. Вот, много вопросов возникает по поводу 7 числа. То есть, вот мы ритуал запланировали провести на Рекоме. И вот по поводу этого возникают вопросы. Как бы вопросы от наших собратьев, земляков. Как туда приехать, что там, как там это все будет происходить. А если мы не можем туда попасть, то можем ли мы это в другом месте сделать. И очень много мне русские ребята и женщины, девушки пишут, там, ну, много людей пишет, они хотят тоже в этом дело принять участие, но у себя, как бы, в своих регионах, у себя дома. Точно такой же костер развести и ту же программу, ту же молитву запустить, да. То есть, чтобы мы все сообща попросили пробуждения этого коллективного духа и право на победу. Вот как у нас это говорят, у Аллаха Джинбар. Чтобы он дал, да, всем дал нам право на победу, потому что времена будут непростые, да и вообще каждому человеку в жизни нужно такое право. Чем бы он ни занимался, не знаю, спортом, служил где-то в армии, в бизнесе, везде. Право на победу. Но право, как нас считали предки, оно дается свыше. Да. И пока человек не заявит свои права, ему никто его и не даст. Правильно? Ты же не просишь, тебе не дается. И право свое нужно заявить, что оно у тебя есть. И тогда тебе его дают. И вот этот обряд мы и будем проводить. Все очень просто. Там нужно будет огонь разжечь. И вот остальные нюансы сейчас вот Алхас расскажет. Ну да, обсудим просто какие-то детали, чтобы просто более правильно подготовиться к этому ритуалу. Те, кто придут на реку Табуинот, значит, эти люди-то, они обычно бывают на праздниках, все их, в принципе, предупреждать не нужно. Они все знают четко, что нужно делать. Ну, для тех, кто не знает, нужно что сделать? Самое главное, хотя бы арцабовный комба дарут. Нож, побарнуш, тайжабан. Тамаков, жарзахай зурундарнай. Удат тамаха шутурдан, зуарбанна. На фачак зизадар, марбалашут. Карчифедар, малашут. Нельзя, значит, курятина, это все как бы возбраняется, да. Единственное, что можно еще, привезти, у кого есть бензопилы и топоры, потому что нужны будут дрова, там сушняк, как бы есть сосны поваленные, мы немного дрова позаготовляем, чтобы у нас были дрова. В принципе, наши все знают. Я бы хотел обратиться к нашим русским братьям, те, кто будут принимать с нами ритуал, участие в этом ритуале. Что самое главное, значит, друзья, самое главное это чистота. Нужно поддержать 3 дня. Пост завтрашнего дня до воскресенья. 3 дня пост. Что значит пост? Попаститься, не есть свинину и все, что с этим связано. Колбасы там всякие, курятину нельзя. Нельзя пить крепкие напитки. Нельзя курить, материться. Ну, желательно еще и скверно думать, как-то отгонять от себя негативные мысли. Мужу нельзя как бы спать с женой. Это все входит в обряд поста. Для того, чтобы подойти с чистотой к этому обряду, к ритуалу в воскресенье, нужно будет выдержать вот эти все вот правила. Что еще? Мы как бы с Москвой находимся в одном часовом поясе. И нужно будет просто просчитать. Там кто-то может на Урале, кто-то еще дальше. У вас, соответственно, там другие эти все координаты, как бы другие вот эти вот моменты исходные. У нас солнцестояние, высшая точка, значит, этого дня, воскресенья 7 февраля будет где-то часа 2 где-то, да? Ну, с 12 до 2 получается. С 12 до 2 получается. Вы там у себя посмотрите, чтобы главная молитва была именно в одно время. В одно время, да. И в одно время, и в зените, когда солнце будет стоять. Она будет иметь просто наивысшую, наибольшую силу, молитва. Как она проходит? Вот, наверное, Алан уже говорил в прошлый раз, что на столе должны быть, значит, 3 пирога у нас бывает с сыром, когда мы обращаемся к Богу, либо к ангелам нашим. Но в данном случае вы, наверное, пироги эти не делаете с сыром, то просто хотя бы пресные 3 хлебца круглых на столе. Нож, соль и то, чем будете молиться. Мы варим дома домашнее пиво, которое варится, ритуальное пиво, которое мы потом уже возносим молитвы к Творцу, к нашим небожителям, значит. У вас это пусть будет колодезная чистая вода, либо же молоко. Можно даже, чтобы это был квас. Русские наши братья делают квас. Кстати, неплохой, да, вот квасом тоже можно. Это, кстати, аналог нашего пива остинского. То есть, главное, чтобы это не было ни водка, ни вино, ни что-то другое. Не крепкий спиртной напиток, да. Квас, как бы, вода, молоко. Все. Молится старший, начинает молитву. Молитва, прежде всего, сперва идет обращение к Верховному Творцу, к Верховному Богу, к Высшему Абсолюту. После этого как бы вспоминаются имена небожителей. В данном случае у вас они... У вас свои, короче. Да, это ваши боги. Это Велес, Ярила, Сварог, Дождь Бог. Ваши небожители. Предки там, род. Предки ваши. Но они есть, в принципе, предки, да. Мы их осетины называем как бы своих небожителей.
Набус Хиштарта. То есть это получается наши достойные старшие, скажем так. Это сотворцы, которые вместе с Творцом правят этим миром. Кто-то у нас есть Бог, допустим, лесов, Бог ветров, Бог рек, морей, диких животных, там, Бог земли. Не там, Бог, Бог это покровитель, наверное, да? Покровители, да. Ну, в принципе, да, можно в этот... Бог, да, покровители. Покровители, ангелы. Вот. Идет коллективная молитва, значит, начинается на старшего, в последовательности, значит, за большого Бога, ну и, соответственно, уже за ваших старших, за ваших небожителей. Это как бы основные такие вот моменты, да, которые нужно соблюсти. А третий, да, что сказать будет? А третий идет уже как бы за изобилие, за ваших младших, за ваши семьи, за младших, за старших, за всех людей, которые любят вас и любите кого вы. Ну, это как бы я так иду немного в переводе с астинского, с аланского языка немного звучит. То есть вы вспоминаете всех домочадцев, всех ваших близких людей, семьи, желаете всем, значит, счастья, здоровья и каких-то, наверное, перемен. Потому что, как вы понимаете, жизнь такая, которую вы знаете сейчас, и, наверное, ее нужно как-то менять. И мы все надеемся на добрые перемены, которые должны произойти, чтобы в нашей стране воцарился мир и покой. Что-то дух проснулся. Проснулся дух, да, и чтобы наша земля принадлежала нам, а не кому-то. Да, и вот основная как бы вот молитва, да, хотелось бы вот это право на победу. Вот вы просите для себя и для людей своего духа. Вот это обязательно нужно момент подчеркивать. Мы по-астински это будем говорить, но вы по-русски говорите. Попросите у Творца и у ваших покровителей, у ваших небожителей право на победу. Чтобы вы победили, потому что у вас мотивы, лучшие мотивы, хорошие мотивы, правильные мотивы. Не те, которые есть у тех, которые просто вот нас взяли в такую блокаду, да, и мы просто не в кабалу, да. Ну, давайте говорить так, в кабалу, да. Так что у нас есть мотивация, у нас есть мотив достойный, благородный, и мы должны потребовать, попросить у наших покровителей, у наших небожителей право на победу. Потому что пока вы его не попросите, вам его никто не даст. Это очень тонкий момент. Вот вы просите, то есть, и вы заявляете свое право, что вот вы имеете право. Мы все, вот мы там, и вы в том числе, вы потомки победителей. Мы потомки победителей, мы побеждали всегда. И не единожды, да. Даже вот последняя, вот Вторая мировая война, мы потомки победителей, мы живем хуже побежденных. Почему? Потому что мы свое право на победу не используем, понимаете? Не используем, да. Мы победители, об этом забыли все. А нас держат хуже, чем побежденных в таких условиях. Мы рабы у себя дома. И за это надо свои права заявить, понимаете? Сначала перед силами мира невидимого. У меня есть право, как потомка победителей. Дайте мне мое право сюда назад. И они вам дадут его. И обязательно говорите, чтобы вам, людям вашего духа, близким вам людям, да, то есть за себя нельзя только за одного говорить, надо говорить за всех. То есть за всех, за себя индивидуально не говорят. В это время должен гореть огонь. То есть вы должны к 12 часам дня, у вас должен гореть костер. Кстати, во время молитвы должен всегда гореть огонь. Да. Да. И желательно, чтобы дрова не были так, но набраны где-то там с пола, там ящики какие-то старые. Нет. Пусть они будут чистые. К огню внимательно отнеситесь. Во-первых, этот огонь нельзя потом тушить. Во-вторых, когда вы будете разжигать, нельзя его разжигать с помощью розжигов, бензинов и всего остального. То есть это должен быть чисто разведенный огонь. Спичками. Да, и соответственно он потом должен потухнуть сам. Водой заливать его нельзя. Да. Нельзя в него как бы сквернословить, обращаться в него как-то неправильно, кидать туда салфетки или что-то, бычки там, курить вообще нельзя, мы говорили. То есть, да, отнеситесь к нему так, как относятся к нему все арийские племена, как? С достоинством, с уважением, с почтением. Это живой организм, который с нами просто с древнейших времен. Это первое, с чего начиналось вообще Потому что творение. Мы считали, что наши вот эти вот небожители, они как бы созданы из огня, понимаете? Они живут в огненном мире. Они в огненном мире живут. И, соответственно, надо с уважением подойти именно к этому огню. Если вы уже делаете обряд, это ритуальный огонь. Это не огонь для шашлыка или еще для чего. Это для определенного ритуала. Да, для молитвы. И относитесь к нему соответственно. То есть вот 12 до 2 у всех будет работать. Что нужно сделать? Вот вы там эти три молитвы сказали, там попросили этого права на победу. И просто молча в него смотрите. И попытайтесь что-нибудь почувствовать. Почувствовать всех тех людей, а их, я думаю, будут в этот день сотни, а может и тысячи, которые будут это одновременно с нами делать. И у нас получится эта сетка, понимаете? И это смотрите на знаки. Да, кстати, смотрите, во время молитвы должны быть знаки, вы их увидите. Что это такое? Не объясните, не скажу. У каждого, наверное, свое какое-то понимание знаков. Это будут какие-то облака, какие-то луч света, который будет на вас падать. Ну, что-то должно происходить. Да. Принято ваша молитва или нет. Что это идет мы отсюда. Всегда по знакам смотрим. То есть, если мы делаем какой-то обряд, мы видим, есть знаки, нету знаков. Хорошие знаки, плохие знаки. Вы это увидите, вы почувствуете это. Мир будет разговаривать с вами. А этот огонь, это как средство коммуникации. Вот у нас есть сейчас гаджеты, на которые мы сейчас записываем, как средство коммуникации цифрового мира. А этот связь с другим миром. И друг с другом с нами будет в этот день.
Поэтому вот я думаю, что все у нас получится. Нашим братьям-астинам, когда они как бы все это знают, как это все надо делать, мы с детства в этой культуре выросли, но кто не может приехать на реком, на свои святилища эти, на свои кувандоны, можете просто во дворе конечно, сделать, разницы конечно. никакой нету, процедуру никому объяснять не надо. Главное, Валахажин бар, раку вот, хуцавай. Лазма, нахимона чи, удона ратан, Валахажин бар. Дух, понимаете? Вот старцы даже православные, там Сергей Барадович сегодня вспоминали там с друзьями, они дух стяжали, понимаете, они не душу спасали. Сейчас нам убеждали, надо душу спасать, она там какая-то несчастная, ее спасать, надо дух надо стяжать. И тогда все будет нормально. Дух победы. Да, и старцы православные дух стяжали, они душу спасали свою, не от чего ее спасать. А вот дух надо стяжать. Поэтому давайте его стяжать вместе, потому что в одиночку его стяжать не получится ни у кого, только в коллективе. Потому что МОН дается на всех. Спасибо большое. Фидаром, Иронадом, Лаштарджинема, Аминь. Ражма. В преданиях восточных славян сохранилось представление о далекой южной стране, часто отождествляемой с раем, населенным богами, которую называли Ирией. Это слово на древнеиранском означает «арийская страна», и это же слово до сих пор является самоназванием современных осетин. Наверное, по воле высших сил до срока, до наступления сужденного времени, история Осетии должна была быть покрыта тайной и пребывать в забвении, иначе наследникам скифов и алан, и еще раньше нартов, атлантов, гиперборейцев просто не дали бы выжить физически в эпоху мрака и тьмы. На несколько сотен последних лет об аланах забыли, а осетин с ними не отождествляли. Как известно, Великая Алания была разгромлена войсками Тимура в начале 15 века. Часть равнинных жителей тогда погибла, другие были вынуждены покинуть свои земли, уходя на запад и восток. А современные горы Центрального Кавказа охраняли стоявшие насмерть, созданных ими на скальных крепостях, башнях и укреплениях, несколько тысяч человек, оставшихся непокоренными. Те, кто не дал даже такому сильному, коварному и жестокому врагу, как хромоногий Тимур, проникнуть в святая святых и овладеть охраняемой ими тайной. Эти стойкие и могучие представители алан не только выжили в суровых условиях гор, но и благодаря своей изолированности от внешнего мира сумели сохранить великую доктрину ариев, содержащуюся в их кодексе чести, миропонимании, традициях, этикете, духовной культуре, в их аадауе. Им удалось пронести сквозь века в первозданном виде и бессмертный эпос нартов. Это был великий подвиг народа, вопреки всему сумевшего сохранить и свою самобытную веру, и свои обычаи, традиции и древние ритуалы. Если бы только знали те, кто называл осетин темным, забитым, отсталым народом, о том, кем он является на самом деле и какие великие знания охраняет. Сейчас настает время, когда должен упасть полог тайны, покрывающий удивительное прошлое осетин. Народа, который, словно птица Феникс, вновь должен восстать из пепла, имея в генах духовный стержень своих поистине божественных предков. Еще в 1922 году воин и посвященный Суслан Тимирханов писал: «Если бы знали мы, кем были наши предки и какие великие дела они совершали, мы бы с гордостью носили имя Ирона и не допускали ничего недостойного. Пора и нам, осетины, узнать свою историю». Подтверждением подобных выводов могут послужить и приведенные ниже цитаты. «Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои», утверждал известный художник, философ Николай Рерих. Еще более загадочно и интригующе звучат слова его соратницы и жены Елены Рерих, в 1933 году получившей информацию от Махатм и содержащуюся в ее письмах. «Среди аланов пробуждайте сознание, что Кавказ есть третья вершина будущей эры. Пусть помнят, что их горы хранят талисман братства, что Кавказ несет в себе единую великую мечту огня. Почитание огненного мира можно находить среди еще неизвестных вершин. Аланы пусть помнят мое водительство, когда часть камня была заложена, чтобы в сужденный срок засиял магнит третьей вершины».
Приведем и слова францисканского монаха Ранью Неру, который еще в XIV веке предрекал: «Религия огня и солнца в 21 веке познает победное шествие». А вот пророчество знаменитого средневекового врача и алхимика Парацельса, жившего в XV веке. Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. У них будет 3 падения и 3 возвышения. В этой самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может случиться что-то великое, над униженными и отринутыми воссияет божественный свет с горы Гипербореев, и его увидят все жители земли.